Друзья, у нас на связи по скайпу депутат парламента Республики Молдова от партии ПАС УАЗу Нантоис. Господин Нантоем, я предлагаю поговорить об историческом решении Совета Европейского Союза и то, как на это э, отреагировали в Гагаузии. Это как бы была не совсем прямая реакция, но мы понимаем, что это где-то такая косвенная реакция, и с чем это связано. Я попрошу нашего гостя прокомментировать. Господин Анатолий, приветствую вас. Добрый день. Ну, прежде всего, позвольте поздравить вас и всех нас с этим историческим решением Совета Европейского Союза. Поистине важное историческое решение. Да, безусловно, для нас это исключительно важное решение, особенно в контексте, в региональном контексте, потому что после февраля 2022 года мы, по крайней мере, я осознал, насколько была велика опасность исчезновения Республики Молдова в случае, если бы Украина не выстояла. После этого мы увидели волну беспрецедентной поддержки Республики Молдова со стороны демократического мира и стран Евросоюза и Евросоюза в целом. И сейчас вот то, что происходит, я воспринимаю, во-первых, первое, как оценка усилий всего молдавского общества. Потому что, когда мы говорим о наших достижениях, то не следует забывать, что изначально в состав стран Восточного партнерства входила, если мне не изменяет память, и Беларусь. Да. Да, но Белоруссию никто не приглашает в Евросоюз. Поэтому... И Азербайджан тоже. Да. Поэтому то, что мы достигли этого исторического шага, это заслуга общества, которое избавилось от позора захваченного государства. Это заслуга общества, которое продемонстрировало свою цивилизованность по отношению к украинским беженцам. И, соответственно, это консолидация общества и власти вокруг идеи привести Республику Молдову в дом мира. То есть, потому что Европейский Союз – это для нас, в первую очередь, гарантия мира. Пусть не такая, как НАТО, да, но тем не менее. И для нас это очень важный психологический момент, который, как многие отмечают, всего лишь означает, что мы более дисциплинированно и с большей отдачей должны работать над тем, чтобы европейская интеграция из разряда пожеланий перешла в область практических дел у нас дома. Ну вот какая-то странная реакция, ну хотя не странная, мне кажется, предсказуемая реакция была в Гагаузии. Вот это вот обещали провести тот самый съезд депутатов всех уровней, так называемый, да, явно это была подготовка к чему-то. Отказались от этого съезда депутатов всех уровней, но пытаются опять же продемонстрировать, что не все так гладко с Кишиневым. И вот депутаты Народного собрания вышли из этой диалоговой площадки рабочей группы парламента и Народного собрания. Как вы это воспринимаете? Что это? Опять же, я упомяну, что это моя личная точка зрения. Да, конечно. Мне кажется, что вот весь этот пакет событий, который происходит, он говорит о кризисе той концепции гагаузской автономии, которая сложилась в начале 90-х годов. Я это говорю, исходя из того, что мы тут анализировали и опыт европейских автономий, и то, что мы имеем у нас в Республике Молдова. И когда мы говорим про Европейский Союз, то это, конечно, в первую очередь может быть культура диалога. Но в этом выражении есть два слова – диалог и культура. Переплевывание через забор нельзя назвать культурой или диалогом, да? Поэтому в то же время любой кризис, он открывает возможности новые. И я считаю, что нам нужна дискуссия без обвинений, без криков о том, что кто-то намерен уничтожить гагаузскую автономию. Но нам нужна дискуссия, какое место автономия должна занимать в молдавском государстве, какие полномочия должны быть и что означает автономия в первую очередь для жителей автономии. Потому что когда мы видим, что некто Илон Шор, осужденный молдавским судом, считает, что он купил автономию, так это, наверное, не
та ситуация, о которой, ну, как принято говорить на юге, о которой мечтали отцы-основатели, да? Ну хорошо, вы сказали концепция. Какова была концепция в 90-е годы? И вы сказали, что она не работает. Нет, концепция была, у нее есть исторические корни. Давайте вспомним, что в 1989 году, когда были бурные обсуждения языковых законов, Да. в гагаузской автономии выступали за статус русского языка. Потом давайте не будем забывать, что 19 августа 1990 года была провозглашена независимость от Республики Молдова, и обратились к союзному центру с просьбой, чтобы Гагаузская республика участвовала в подписании обновленного союзного договора. То есть потом был вот этот тупизм похода волонтеров, это ошибка, политическая грубая ошибка Кишинева, который воспользовался, опять же, тот же союзный центр. И когда в 1994 году был принят этот закон, то мое личное мнение, я не участвовал в подготовке этого законопроекта, тогда я был всего лишь безработным, то, мне кажется, это было обоюдные попытки обмануть друг друга. Те, которые мы называем отцами-основателями Гагаузской республики, пытались представить будущую автономию как государственность, даже считали, что очень таким коварным ходом было в скобках написать Гагаузьери, Гагаузская земля, да, насколько я понимаю. Да. Да. А Кишинев, соответственно, старался выхолостить понятие автономии, и в результате такого подхода выплеснули, собственно, саму цель создания автономии. И сейчас мы видим, что в гагаузской автономии русский язык, против которого я ничего не имею, я по-русски говорю лучше, чем Жириновский с Кобзоном вместе взятых, если туда можно добавить и Путина, да, но русский язык вытесняет гагаузский. И так мне кажется. Да, я вижу, что не все воспринимают это равнодушно, кое-кто пытается, но и мне надоели эти попытки, когда так называемые юристы из Народного собрания позволяют себе совершенно циничные, подлые, провокационные заявления там про геноцид гагаузского народа Гагаузии, там. С другой стороны, кто-то обвиняет, кажется, Константинова, что он себе покупает новые машины, да? А с другой стороны, какой-то геноцид. То есть, и в этой ситуации, мне кажется, что нам нужно вернуться к спокойной дискуссии о том, как должна выглядеть гагаузская автономия. Если говорить о европейском опыте, то там ничего такого, что мы наблюдаем на протяжении последних лет, нет в случаях автономии. Я не буду вспоминать 2 февраля 2014 года, да? Но вот когда я должен сказать это, мы считаем себя христианами, мы осуждаем разного рода грехи, проституцию, да? Когда торгуют телом. А когда люди торгуют своим голосом, то это политическая проституция. Это почему-то не зазорно, да. Это почему-то не зазорно. Вместо так называемых политиков это политические сутенеры. И если мы демократический процесс превращаем в политическую проституцию, то возникает вопрос, люди, которые участвуют в этом, они хотят жить лучше? Они что, не понимают, что они хоронят будущее своих детей таким образом? Потому что в Молдове есть талантливая молодежь. Я восхищаюсь, когда вижу, что представители молодежи из Молдовы побеждают в различного рода международных олимпиадах, конкурсах, да, и спортсмены, и в области культуры. И тут на арену выходят люди, для которых Европейский Союз – это территория, где доминирует ЛГБТ, да. Европейский Союз – это область греха и русофобии и так далее. И они голосуют таким образом, что оторопь берет. И потом возникает вопрос, они понимают, что они
изгоняет из Молдовы своим голосом эту талантливую молодежь. Прежде всего из Гагаузии, да. Из Молдовы в целом, потому целом. что, ну да, потому что я понимаю, что если молодые люди из Гагаузии хотят стать инженером, врачом, там, не знаю, что, специалистом, айтишником и так далее, так в первую очередь в Молдове можно получить это образование, потом уже можно ехать там в другие страны. Но самое страшное, я говорю, что эта модель автономии не работает, что в автономии люди, я беру на себя, так сказать, ответственность за эту фразу, когда смотришь, что первые 3 кандидата на выборах Башкана получили вместе почти 70% и соревновались между собой, кто больше любит Путина, это проблема. Да, это проблема в ситуации, когда в той же Одесской области гагаузы воюют в украинской армии, защищая свою родину, Украину. То есть здесь нет быстрых решений, но надо осознать тупиковость этой ситуации, и нужно искать выход. Но выход нельзя искать, повторяю, переплевыванием через забор. Ну хорошо, каков может быть выход? Пересмотр закона, диалог? Потому что диалог вести не с кем. Вы же понимаете, что не с кем вести диалог. Знаете, Михаил, я вынужден погружаться в историю этого вопроса, потому что, как гражданин этой страны, мне не нравится ситуация, я тоже ищу выход. Да. И вижу, что в Камрате, в гагаузской автономии есть определенный круг лиц, который приравнивает закон 1994 года к некому подобию то ли Ветхого, то ли Нового Завета. То есть это чуть ли не Библия. Но в то же время, давайте запомните эту дату. В феврале 2016 года Конституционный суд Республики Молдова принял постановление номер 30. Да? И согласно тому решению Конституционного суда, все органические законы в Республике Молдова имеют одинаковую силу. Да? Потому что в Конституции есть органические законы, ординарные законы. И конституционные. Закон 1994 года – это органический закон. И согласно тому решению Конституционного суда, последний вариант органического закона превалирует над тем законом, который раньше принимался. То есть сейчас, если мы посмотрим на реальную ситуацию в гагаузской автономии, смотришь кодекс образования. Да? Система образования в гагаузской автономии описана в 141 параграфе Коду эдукации как-то. Кодекс об образовании, да. Да, то есть финансовые отношения между центром и автономией описаны в законе о местном публичных финансах. Да? То есть и те же представители Камрата признают, что та формула, которая записана в 1994 году, она никогда не работала. И та же самая ситуация с назначением прокурора гагаузской автономии. В 2016 году был принят закон о Генеральной прокуратуре, где описана эта процедура. То есть и получается, что если быть не то что откровенным, но если вещи называть своими именами, то парламент Молдовы может и не трогать тот закон 1994 года, а принимать органические законы по различным направлениям, там финансы, образование, культура, не знаю что, и фактически лишать тот закон 1994 года какого-либо содержания. Что, в принципе, и произошло во многих областях. Нет, я повторяю, я не призываю к тому, чтобы пытаться обмануть кого-то, да? Но надо понимать ситуацию, как она выглядит. И повторяю, не надо, если кто-то хочет продолжать называть нас желтой заразой и кричать, что Майя Санду ведет страну по украинскому сценарию и затаскивает нас в НАТО, ну кричите дальше. Тогда мы будем просто здесь принимать законы и заниматься своим делом. Но если действительно кто-то хочет, чтобы
гагаузская автономия, как я говорил много раз, стала органическим элементом молдавского демократического государства. Это нужен другой уровень дискуссий. Вот я знаю, что в университете будет мероприятие, которое будет обсуждаться, ну не то что ситуация, а вот будет обсуждаться, историки организовывают нечто вроде круглого стола с приглашением представителей центра имени Марии Васильевны Мароневич о Гагаузии, о гагаузах в Республике Молдова. Я, к сожалению, не смогу туда попасть, но, повторяю, мы можем обсуждать где угодно эти сценарии, эти варианты, но важно, чтобы в гагаузской автономии не доминировали эти крикуны и политические сутенеры. Потому что Илону Шору гагаузская автономия нужна только для того, чтобы провоцировать напряженность в Республике Молдова, чтобы использовать автономию как инструмент в реализации сценариев Кремля. Это банально. К сожалению, что никто не видит в Гагаузии проблемы того, что кто-то реализует сценарий Кремля здесь. Потому что никто не видит проблемы в Кремле. В этом самая большая проблема Гагаузии, на сожалению, моя. Я считаю. Но, господин Антой, если вы позволите, мы вот сегодня вводим такую рубрику «Вопросы от наших патронов». Знаете, и наши патроны очень заинтересовались тем, что вы участвуете у нас в эфире. И, с вашего позволения, буквально пару вопросов, если вы не против. Да, пожалуйста. По поводу программы изучения государственного языка, потому что тоже румынского языка, потому что тоже вопрос интеграции. Эта программа изучения румынского языка, стартовавшая этой осенью, по мнению очень многих в Гагаузии, не совсем эффективна. Да? Уровень А2 так и не начался. В декабре обещали финиш и тестирование. Так и не нашлось преподавателя. Вы в парламенте каким-то образом отслеживаете, как реализуется эта программа? Мы отслеживаем. И более того, насколько я знаю, в Министерстве образования появился новый сотрудник. Это доктор Иван Думиника, да? Из Твардиса, да. Да, и насколько я понимаю, министерство сознает необходимость эффективной интеграции наших сограждан, языковой интеграции, да? И здесь уже, как человек, который помнит весь этот процесс, начиная от баталий языковых 88-89 года и по сей день, то в одном посольстве долго смеялись, когда я перевел на их язык выражение «весь пар ушел в гудок». Мы очень много страстей вложили тогда в эти языковые законы, а потом все это как-то отошло на 33-й план, а теперь мы спохватились, что, оказывается, практически 1/3 наших сограждан воспринимает мир через призму путинской пропаганды, и в первую очередь на русском языке. Я повторяю, я ничего против русского языка не могу иметь. Проблема в том, что вкладывает в мозги людей, используя их незнание румынского языка. Потому что на русском языке и Навальный тоже говорит на русском языке. Надеюсь, не только, да, согласен. Ну, я так. Да, я согласен. Да. Ну, хорошо, как решать, потому что тут же вопрос другой, как решать вот эту проблему интеграции, да, то есть как бы проблему нежелания гагаузской автономии изучать румынский язык и через него интегрироваться. Вы знаете, вот если гражданин Молдовы, неважно кто, молдаванин, румын, украинец, болгарин, гагауз, уезжает, к примеру, ну, скажем, Германию, да, так он уезжает туда с осознанием того, что он должен изучить язык для того, чтобы реализовать себя. Если это молодой человек или женщина, которая хочет найти работу, хочет интегрироваться в общество. У нас в Республике Молдова мы унаследовали из Советского Союза эту ситуацию, фальшивую ситуацию, где вот оказывается, что русский язык – это так называемый язык межнационального общения. Это бред. Это бред, но он был зафиксирован в законе 1989 года как язык межнационального общения в СССР. А в Молдове может быть только один язык межнационального общения. Это официальный язык этой страны, румынский язык. То есть его искусственно натянули на Молдову потом, я правильно понял, на основании этого закона? Нет, это не искусственно, а цинично, да. Это подмена понятий.
искажение понятий. А у нас в обществе, ну хорошо, пока люди сами не осознают, что язык им нужен для их детей, для их внуков, для того, чтобы они смогли реализовать себя и интегрироваться в это общество, какие-то административные меры или там курсы бесплатные, 24 часа, 7 дней в неделю, они ничего не дадут, пока люди сами не поймут, не захотят. Причем нужна позитивная программа с мультиками для детей, с программой в детских садиках. То есть это не должно быть выглядеть как административное какое-то мероприятие. Это должен быть живой процесс, чтобы люди понимали, что это для них же делается, для их же блага. И в конечном итоге мы же с вами знаем, что в селах, когда еще люди прекрасно всегда находили общий язык и изучали хотя бы азы какого-то языка для того, чтобы вести себя, чувствовать себя членом общества, общины и так далее. Поэтому нужно изменить отношение к языку, а потом уже смотреть на программы, не программы. Господин Анатолий, благодарю вас, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо, всего хорошего.